Цель нашего визита заключается в том, что мы хотим вас научить, рассказать, для тех, кто это и так знал, чуть-чуть напомнить и освежить в памяти, знания о том, как обезопасить себя и своих близких при использовании газа. Без лишних слов и сразу по делу о том, что газ опасен, учащиеся второй Сурхахинской школы и так знают. На этот раз им рассказывают о всех нюансах и как избежать тяжелых последствий. В качестве слушателей – ученики среднего звена. При появлении запаха газа необходимо немедленно прекратить пользование газовыми приборами, перекрыть краны на приборах и на газовых трубах, открыть окна или форточки для проветривания помещения. История о том, что такое газ, как его добывают и как он попадает к нам домой. Посредством мультфильма ребят учат безопасно его использовать, а сразу после показа специалисты начинают разбирать этот вопрос со школьниками детально. При любой проблеме с газовым оборудованием или с газом, при запахе газа мы звоним сразу же 104. Нужно запомнить этот номер 104 либо 112. Кто знает, что за номер 112? Молодцы, да, это Министерство чрезвычайных ситуаций. В числе активных участников диалога Мухаммад Нальгиев, семиклассник, отлично понимает, что с газом шутки плохи. Мне очень понравилась встреча. Я узнал, как добывается газ, как это сложно и как он поставляется домой, в наш дом, и как нужно вести себя при утечке газа. И что нужно, я знал номер газовой службы спасения. Гости напоминают, газ может стать причиной отравления. Именно поэтому во всех школах республики проводятся подобного рода мероприятия. Запустили цикл в декабре прошлого года. Специалисты посетили более 100 школ региона. Перед нами стоит задача о том, чтобы как-то заинтересовать учащихся, потому что я сам, будучи учеником, меня очень мало бы интересовало, бы, что там рассказывают какие-то дяденьки с газовой компании. Поэтому, чтобы как-то их заинтересовать, мы показываем мультфильм о том, как добывается газ, и как он транспортируется, ну и последующие, скажем так, действия, которые происходят с газом, пока он не дойдет непосредственно до газовой печи или до газового котла. Также в некоторых школах проходят викторины, где активно участвуют учащиеся этих школ. Ну, все возможные способы хоть как-то, скажем так, заинтересовать учащихся. Для предотвращения несчастных случаев специалисты «Газпрома» проводят обходы в частных секторах, ведут агитационную деятельность, призывают обезопасить себя и родных. Сделать это совсем несложно. Достаточно заключить договор о техническом обслуживании. Единственная газовая компания, которая имеет допуск, скажем так, к проверке газовых приборов, это «Газпром» газораспределение «Назрань». Огромная просьба, еще раз повторюсь, чтобы все жители Республики Ингушетия, которые имеют квартиры в собственности, имеют дома, чтобы они обратились в газовую компанию и в те филиалы по месту жительства для заключения договоров ТО-ДГО. Специалисты предупреждают, если не быть осторожными, на следующий день можно просто не проснуться. Хава Гагиева, Алис Зязиков, Магаз 24.